Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Коллективный иммунитет. Свыше 90% жителей районов Якутии прошли вакцинацию против коронавируса. В тесноте да не в обиде расскажем, как удается вести творческий процесс в условиях ограниченного метража в Алданской детской школе искусств. Вершина творчества. В Якутске назвали лучших кинематографистов года. Свыше 90% жителей районов республики прошли вакцинацию против коронавируса. Среди лидеров по вакцинации остаются Алаиховский, Момский и Колымские районы, говорится в сообщении Оперштаба. В пятерке отстающих – Алекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы. Всего по Якутии первый компонент вакцины против ковида получили 72% взрослых жителей, в Якутске почти 75,5%. Глава республики поручил рассмотреть возможности выхода ЛОРПа на новые рынки, в том числе на туристический. Компании необходимо увеличить число туристических судов, маршрутов не только в Якутске, но и в других районах, сказал Айсан Николаев. Также глава Якутии поручил в ближайшее время разработать план завоза грузов по реке Вилюй, поскольку в следующем году там прогнозируют критически низкие уровни воды. Кроме того, требуют решения вопросы тарифообразования с учетом роста цен на топливо, судовую сталь, электроэнергию. Тем временем воздушная гавань столицы республики работает в штатном режиме, несмотря на морозный туман. Видимость на взлетно-посадочной полосе 650 метров. На 8:30 утра по якутскому времени в соответствии с расписанием прибыли рейсы авиакомпании «Якутия» из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы. Выполнены рейсы компании «Сибирь» по маршруту Новосибирск, Якутск-Новосибирск и Москва-Якутск. Также вылетели рейсы в Москву, Магадан, Анадырь, Владивосток, Батагай и Белую гору. Отмечается, что спецтехника, светосигнальное и другое оборудование, средства механизации, в том числе телетрапы, работают в штатном режиме. В Ленском районе реализуют программу социальной поддержки граждан. Так, ежегодно выделяется единовременная денежная помощь в размере 50 тысяч рублей вдовам погибших и умерших участников войны. Также материальная помощь оказывается людям с инвалидностью, малообеспеченным, пожилым гражданам, которые получают бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, ремонт, на приобретение лекарств. Кроме этого, оказывают помощь бюджетникам. На эти цели вот в текущем календарном году у нас ушло уже порядка 5 миллионов рублей. Участников более 300 человек. Далее в рамках данной программы мы реализуем еще одно мероприятие. Это проезд наших онкобольных граждан из отдаленных поселков. Это Витим, Пеледуй, Инялы и Талон. Но мы знаем, что проезд на такси стоит достаточно дорого, там 5-6 тысяч рублей. Да? Вот, поэтому у нас действует такое мероприятие, чтобы приехать в нашу Ленскую центральную районную больницу на обследование, лечение. Действует и программа обеспечения качественным жильем и улучшения жилищно-коммунальных услуг. Администрация Ленского района выделяет работникам бюджетной сферы по 500 тысяч рублей на приобретение жилья. Либо эти средства можно использовать на строительство жилого помещения. 200 тысяч выделяют ленчанам на ремонт дома, а также существует программа софинансирования подключения к газовым сетям. Расширенная помощь по соцконтракту тоже приносит хороший результат. Государственный комитет по занятости населения, а также Министерство предпринимательства, торговли и туризма в текущем году подписали приказ. Так, с помощью соцконтракта семья Филипповых смогла открыть семейный бизнес по пошиву зимней обуви на средства, выделенные по контракту. Семья приобрела необходимое оборудование, а также расходные материалы для изготовления обуви. Отметим, что различные социально ориентированные бизнес-проекты смогли реализовать десятки граждан по всей республике. Мы всей семьей обсудили, как мы будем вообще этим бизнесом заниматься. Потом составили, я по телефону связалась именно вот с социальной службой, да, ага, и мне сказали, какие перечни документов нужны, собрали, сделала бизнес-план, подошла к ним, и потом где-то в течение 10 рабочих дней нам позвонили и сказали подойти к мэрии для защиты вот, бизнес-плана.
Кирова заказываем кожу. Очень хорошая. Не впитывает воду. Внутри вот мех, овчина, мутон. Хороший, натуральный. В тесноте да не в обиде. Эта пословица для преподавателей Алданской детской школы искусств стала главной. Площади школы, в которой прекрасное познают 300 юных алданцев, невелики. Нехватка места касается большинства классов. Как удается обеспечить творческий процесс в условиях ограниченного метража, расскажет Татьяна Вахнина. У детского оркестра Алданской школы искусств генеральная репетиция. Юные артисты готовятся к записи новогоднего видеоролика и заметно волнуются. Оркестр возобновил работу в уходящем году. Музыкальный коллектив объединил порядка 60 мальчишек и девчонок. Для учеников народного отделения оркестровое дело является обязательной дисциплиной. Сейчас самое главное, это чтобы они научились играть в ансамбле, играть в оркестре, слушать соседа, слушать себя, смотреть на дирижера. Задач очень много. По субботам репетиции оркестра проходят в концертном зале. В будние дни ребята играют в кабинете. Зал в школе всего один, и он нужен преподавателям и ученикам других отделений. Один раз в неделю мы собираемся группами, потому что зал занят другими отделениями, театральным отделением. Вот. Конечно, нам необходимо помещение. В школе искусств действуют 8 отделений. Особенной популярностью у молодежи пользуется изобразительное искусство. Художественное отделение является наиболее многочисленным. По словам преподавателя Сергея Бабенского, обыкновенных учеников у него нет. Могу сказать, что классы хорошие попались, все звездочки практически, и кто-то побольше, кто-то поменьше. Некоторых детей, к сожалению, не берем, потому что контингент не увеличивается, и самое главное, наверное, это помещение. Картины юных художников алданцы могут увидеть в передвижных галереях. Выставки организуются в рамках проектной деятельности, охватывающей разные направления. Хореография, музыка, театр, живопись. В Алданской детской школе искусств прекрасное познают более 300 учеников. Перед преподавателями таким образом стоит непростая задача – обеспечить безграничность творческого и познавательного процесса в условиях ограниченного метража. Вот смотрите, школа по техническому паспорту 837 квадратных метров, а площадей учебных кабинетов 337, понимаете? И вот на эти 337 у нас получается 314 детей контингент. По национальному проекту «Культура» в 2021 году в учреждении был проведен капитальный ремонт. Школа преобразилась, она стала светлой, чистой и уютной. Но проблема тесноты осталась, и под Новый год дети и педагоги загадывают желание. Пусть места станет больше, чтобы удобно было всем. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Сегодня исполнилось 124 года со дня рождения советского государственного и партийного деятеля, активного участника борьбы за установление советской власти в Якутии Максима Кировича Амосова. Вместе с Платоном Аюнским и Исидором Бараховым Амосов сыграл решающую роль в образовании Якутской ССР в апреле 1922 года. В 1990 году в честь Максима Кировича был назван Якутский госуниверситет, ныне СВФУ. В Якутске установлен памятник. Но сегодня с годовщиной рождения Максима Амосова поздравляют его потомки. Дорогие наши якутяне, сегодня от всей души хочу поздравить вас с днем рождения, со 124-летием моего деда Максима Кировича Амосова. И очень надеюсь, что в следующем году, летом, когда будет 2 знаменательных празднования – столетия Республики Саха-Якутия и 125-летия Максима Амосова, мы всей семьей приедем на Иссых и обязательно увидимся. Мы следим за жизнью самой красивой страны, нашей огромной страны. И поэтому я очень надеюсь, что в следующий год будет гораздо счастливее и удачливее, чем предыдущий. И все наши желания обязательно сбудутся. Моя семья живет в Европе. Мы с мужем во Франции преподаем физхимию. Мой сын находится в Швейцарии, в Люцерне. Он программист. И моя дочка со своей семьей, с мужем живет в Англии. Сейчас я передаю ей слово.
Дорогие якутяне, я хочу вас поздравить с днем рождения прадедушки Амосовой, с Рождеством и с Новым годом. Я сейчас живу в Англии с мужем, и я учу 5 класс. Моя школа и моя вся семья вас поздравляет с Новым годом. Сыргыла санадил, салалан енен, ити истин ЛРД. В Якутске назвали лучших кинематографистов года. Прошла вторая церемония вручения национального приза «Чипчал» или «Вершина творчества» в области кинопроизводства. Кто стал триумфатором национальной премии, знает Дмитрий Тымыров. Первая церемония была проведена в 2019-м, еще до начала пандемии. Тогда работу якутских кинопроизводителей оценивали по 8 номинациям. В этом году организаторы добавили еще 3. Лучший актер, лучшая актриса и лучший национальный региональный фильм. В номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Черный снег» победу одержал Федот Львов. Лучшей актрисой стала Валентина Романова Ческырой за роль в «Пугало». И в номинации «Лучший национальный региональный фильм» заветная статуэтка досталась кинокартине «Белая дорога» Эльзы режиссера Юрия Курочки из Хакасии. У нас география расширяется, уже приз становится общероссийским, потому что участвуют регионы, национальные регионы России. И прибыло 6 фильмов на конкурс из Хакасии, Бурятии, Татарстана, Башкортостана. И у них отдельная номинация «Лучший региональный национальный фильм». Церемония вручения национальной кинематографической премии прошла в кинотеатре «Лена». Приз «Чипчал» представляет собой статуэтку человека, который, стоя на вершине горы, восхваляет и почитает солнце как бога, как свет, дарующий жизнь, как символ творческого начала и как магическое недосягаемое светило, куда стремится человек. И главный приз премии в номинации «Лучший фильм» получила нашумевшая кинокартина режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Нам, конечно, радостно то, что вот мы очень давно говорили о том, что нам все-таки нужна какая-то своя премия, как бы свой, такой своего рода «Оскар», где мы в конце года будем какие-то итоги подводить, не выбирать, кто лучше там, да, а все-таки как-то определять, куда якутское кино двигается, как она развивается, как новые имена появляются, в таком плане. В мероприятии принял участие министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Он в своей речи отметил, что якутское кино должно двигаться дальше от феномена к большому признанию. О необходимости создать закон в поддержку якутских кинопроизводителей сказал и глава Якутии в своем послании к парламенту республики. Считаю, что назрела необходимость разработать республиканский закон о государственной поддержки кино. Прошу правительство и парламент республики с участием наших кинематографистов провести в 2022 году эту работу. Перспектив у якутской кинопремии не меньше, чем у якутского кино. Организаторы планируют и дальше увеличивать его географию. Кроме того, предполагается, что соучредителем может выступить и правительство Якутии в лице Министерства культуры и духовного развития. Так что у премии «Чипчал» есть все возможности стать международной среди стран североазиатского региона. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Григорий Николаев, Якутск. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.